Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан занял 7-е место в рейтинге стран с самым дешевым бензином. В Толек стала доступна оплата услуг АГТС, новый альбом Назира Хабибова и другие новости. Подготовка государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан обсуждалась в ходе переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран Рашидом Миредовым и Сираджиддином Мухридином. Госвизит президента Туркменистана намечен на первую половину апреля. Туркменистан вошел в список стран с самым дешевым бензином. По данным Global Petrol Prices, Туркменистан занимает 7-ю строчку в рейтинге по доступности бензина с октановым числом 95. Средняя цена бензина по всему миру составляет $1.30 за литр. Самый дорогой бензин в Гонконге, там литр бензина обходится в $2.941. Цена литра бензина в Туркменистане составляет 427 центов. Через мобильное приложение Толек теперь можно оплачивать услуги АГТС. Мобильное приложение доступно для загрузки в App Store и Google Play. Абоненты АГТС без комиссии могут оплачивать услуги интернета, IPTV и домашней телефонии в приложении Толек с помощью банковских карт системы Алтынасыр. Назир Хабибов выпустил новый альбом под названием «Аркадаглы Сердарым». Работа над записью альбома шла 5 месяцев, в него вошли 18 песен. Среди них несколько дуэтов, а также уже известные и полюбившиеся туркменским слушателям хиты «День рождения» и «Арзу». На своей странице в социальной сети Назир Хабибов благодарит всех, кто работал над альбомом, а также своих слушателей. Приобрести новый альбом можно будет в специализированных аудиомагазинах по всей стране. Авиакомпания «Туркменистан» представила новое расписание международных рейсов, которое начнет действовать уже с 26 марта 2023 года и обещает значительно увеличить количество направлений из Ашхабада. Самолеты туркменских авиалиний будут направляться в 9 пунктов назначения в 8 странах. Международная сеть сообщений авиакомпании охватывает Алматы, Дубай, Дели, Франкфурт-на-Майне, Казань, Москву, Лондон, Пекин и Стамбул. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и региональная структура продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН подписали документы о сотрудничестве. Они касаются проектов содействия созданию цифрового земельного кадастра и управления природными ресурсами на засушливых и засоленных сельскохозяйственных угодьях. Цветовая гамма новых iPhone 14 и iPhone 14 Plus пополнилась еще одним оттенком – ярко-желтым. Цена новых смартфонов составляет от $799 за iPhone 14 и от $899 за iPhone 14 Plus. Ранее смартфоны 14 модели iPhone вышли в черном, белом, красном и фиолетовых цветах. Продажи желтых iPhone 14 стартуют 14 марта, но предзаказ можно будет сделать уже с 10 марта. Аргентинский футболист Лионель Месси станет героем нового мультипликационного сериала. Работой над проектом займется компания Sony Music Entertainment совместно с самим футболистом. Мультфильм расскажет маленьким зрителям о детстве спортсмена. По сюжету юного Лео ждут путешествия, в которых ему предстоит научиться преодолевать трудности. Довледжан Яхшемурадов успешно провел взвешивание перед боем с Энгликасом. Туркменский боец уложился в лимит полутяжелой весовой категории, показав 93,3 кг. Его соперник-литовец Джулиус Энгликас показал на весах столько же. Довледжан Яхшемурадов проведет бой с Джулиусом Энгликасом сегодня. Поединок состоится в Сан-Хосе. Турнир Bellator 292 будет транслировать платный кабельный и спутниковый телеканал Showtime. На счету Яхшемурадова 19 побед, 7 поражений и 1 ничья. Энгликас провел 13 боев в смешанных единоборствах и одержал 10 побед. Туркменский Ахал обыграл олимпийскую сборную Китая по футболу в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Встреча завершилась победой Ахала со счетом 2-0. Матч состоялся в Шардже на футбольном поле спортивно-культурного клуба «Хамрия». Команды сыграют вновь через 3 дня. Тренировочный сбор действующего чемпиона Туркменистана продлится в ОАЭ до середины марта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.